наши предки были глупые. Умные. Они же создали на Кавказе первый парламент. Вот Тини Вюс, Центороевский. Вот он создал парламент Нахский, да? И там участвовали депутаты этого парламента, были представители всех тейпов. Первыми там было 13 тейпов. Ну, это всегда так бывает. А потом потихоньку начали. И в конечном итоге уже где-то к концу 18 века там, говорят, было более 100 тейпов, представителей, делегатов на этом собрании участвовало. Год-два раза. Да? Вот тейповая система, использованная при создании парламента нашей республики, тогдашнего, будем говорить, да? Совета страны, как его называют по-другому, Мехкан Китш. Вот. И вот эта тейповая система, она в какой-то мере, это был как бы сдерживающий фактор тоже. Можно было обратиться к руководителю, к главе тейпа, Тамаде, и в этом тейпе наступал порядок. То есть регулировалась внутри тейповая жизнь. Конечно. Экономическая, культурная, конечно, нравственная. Конечно. У меня есть несколько статей по этой тематике. Вот, например, у нас есть такое, значит, понятие, что когда чеченцы из своего тейпа, своего однотейповца просто-напросто выдворяли. Как вы, чеченцы, это могли выдворить человека, не трогая его руками вообще? А могли. Был такой механизм. Механизм, технология была? Да. Первое. Твоя скотина больше в общем стаде села не участвует. Рагюка. Хабежин ждать. Все. Тебя исключают из списка. Ты больше свой скот не выгоняешь в общее стадо села. А где тебе их пасти? У тебя отнимают цан, то есть кусок, делянку для косьбы на зиму, чтобы ты себе траву запасал. У тебя есть делянка. Она каждый год по жребию тебе достается. Отнимают. Отнимают урд, общую землю. То есть есть общая земля тейпа, села, и она каждый год по жребию делится. Каждому какой участок. Каждый год один и тот же участок нет. Потому что в один год тебе может попасться вот такой бугристый, да, а в другой год ровный участок. То есть это справедливость. Это справедливо было, да. Урд, чтобы ты там себе кукурузу, там все, ну, что хочешь, чечевицу. Вот этот Гербер, по-моему, пишет, швед, когда приехал, он пишет, чеченцы очень много, говорит, сажают чечевицу. И в скобках пишет, они ее называют нохот. По-чеченски. Нохот. Чечевица. Вот сейчас мы много, сейчас у нас появилось разных цветов она, да? Вот. Чечевицу, все то, что тебе нужно, ты сажаешь, этот урд у тебя отнимают. Потом у тебя есть ворш. Это делянка леса. Откуда ты дрова себе на зиму, на строительство там хлева, там дома. Ты оттуда, это твое, всегда твое и твоего рода. Не рода, а от семьи вашей. Ворш олцина, нохчимата. Делянка леса тоже отнимали. С тобой никаких экономических отношений, купли-продажи, никаких договоров, никто не заставляет. Приверные тебя не вызывают, сельский сход, ты не участвуешь, в выборах тебе участвовать запрещают, в качестве избираемого и в качестве избирателя. Категорически. То есть и никто не берет ни твою девушку, дочь, и за твоего сына никто замуж никого не выдает. За какие поступки такие суровые Самые наказания? гнусные. Вот если прям конкретно хотя бы пару перечислить. Ну, например, мошенничество, грабежи, когда человек постоянно не уживается с соседями, драки устраивает, пьянство излишнее, уже, когда он уже доходит до того, что у него начинает ругаться, стрелять там или чем-то. В общем, это угроза от этого человека обществу. Вот. И в этот момент сразу же не выгоняли, его предупреждали. Один раз. Потом второй раз предупреждали. Потом предупреждали не только его, а главу его рода тоже. Вы можете свою собаку, говорили так чеченцы, шуекшей жал сацлой, собаку можете свою остановить? Или не можете? Или мы вашу бешеную собаку пристрелим? И вот
когда экономически полностью этому человеку обрывали все нити, ему ничего не оставалось, как просто уходить из этого положения. Но его не трогали. Его в зиндан не сажали. Ему сроки не давали, штрафы не давали. Ничего. Он свободный человек. Даже в этом состоянии чеченцы считали, он свободный человек. Даже он, если совершил преступление, он должен ответить за свое преступление, но он свободный. Эти поведенческие парадигмы, модели, они присутствовали в каждом чеченском обществе. А вот парламент был, ведь должен был быть какой-то один общий стержень, на который нанизаны были устремления, правила поведения всех обществ. Конечно, конечно. Общие знаменатели. Они утверждались на парламенте. Всегда новые правила общественной жизни, экономические. Там метрология существовала, да, у нас была метрология. Ну вот Теневис, о котором я сказал, вот он первый человек, который ввел у нас среди чеченцев, вот когда меру, да, локоть, дол, как называют чеченцы. Вот он, когда измеряют, например, там материал там, или что-то такое, вот мера. Она, в принципе, разницы нет у нее. У взрослого человека дол одно и то же, 50 сантиметров в среднем считается. Вот. А потом был этот самый, глава у нас был новый, Тамада Мехкетшу был Коргах. Еще в древности он тоже был. Вот Коргах ввел аршин. Это расстояние вытянутой руки, вот этой вытянутой руки до большого пальца противного. Вот если я вытянул правую руку, то большой палец левой ноги, расстояние от вытянутой руки и до этого является коргах эрш называли. Эрш, то есть аршин коргаха. Коргах его ввел в практику чеченскую, национальную практику. Лирическое отступление, небольшое и лаконичное. Вот все те новые термины, которые, вот, я считаю, вы произнесли, ими сейчас в обиходе современные чеченцы пользуются? Нет, не пользуются, не пользуются, потому что они, в принципе, вышли из этого, но они в научном плане у нас присутствуют. Например, расстояние вытянутых двух рук. Ну и хотя бы знают, я вот как скажу. Знают, конечно, конечно. Вот многие словари у нас появились в последнее время. Вы же мне лично говорили, вот в этой студии, что когда вы совершили со студентками туда марш-бросок, вот в этот Кистинцам, туда, в Ахметовский район, вы нашли столько новых слов, о которых не имеют представления. Да. Я вот сейчас сейчас уже представил первую статью по реконструкции чеченского языка на основе кистинского диалекта. Написал вот такую статью. Вот ты же задел этот тейповый вопрос. У нас же 20 тейпов инородного происхождения. Чеченцы всегда были демократическим обществом. Мы из любого народа человека приглашали. Живи, приходи, пожалуйста. Но живи по нашим законам. Не навязывай нам свои законы. Свои оставь там. Но живи по нашим... Англосаксам. Да, англосаксам, да. Не надо нам эти законы. Живи по нашим законам. Хочешь, пожалуйста, ты равный нам. Община равных, пожалуйста, живи. Но не тащи свою музыку со своей телеги на нашу телегу. Понимаешь, мы всегда были открытым обществом. И наши предки тоже были. А потом же они еще, вот упомянутом нашем Мехкетшу, эти же представители этих же обществ и получили делегированные места. Они участвовали в общественно-государственной жизни нашего народа. То есть это равноправие. Конечно. Было. Вот мы все видели, да, вот закидывают сетку и вытаскивают рыбу. Рыбу. Как она по-чеченски называется? По-русски еще могу я догадаться, и то не знаю. Да, у чеченцев есть его название, которое сохранили бацби. Бацбийцы. Да, они ее сохранили. И сохранили кистинцы. Кистинцы называют ее баде, бацбийцы мосма. Я спрашиваю у них, а у грузин есть это название? Они говорят, да, есть. У них там другое название, свое. Я говорю, мы же не переняли у грузин? Нет, говорят, это наше. Исконное. Исконное, да. Очень много терминологии по виноделию. Мы их уже забыли, так как мы, чеченцы, вино не делаем с принятием ислама. Но они, православные, бацби, они сохранили даже
терминологию, все инструменты, все, что используется при виноделии, кадушки, какие-то там кружки. Это тоже исконные, коренные чеченские конечно, слова. Конечно. И знаете, вот когда я уже приехал, мне позвонил один кистинец, он сейчас, правда, уехал в Соединенные Штаты Америки, но он мне сказал, оставил координаты в городе Тель-Авив, ну, в том знаменитом Тель-Авиве, да, Мимино. И вот там живут, значит, кистинцы, но сегодня они пишутся грузинами. На самом деле они из типа Мелхи, то есть из Тухума Мелхи. Вот, и там же очень много представителей двух сел Пуга и Тога. Тога-юрт, Пуга-юрт. В основном они живут в селе Джокола. Джокол-юрт. Джокол. Диркизан Джокол, это был чеченский предводитель, вот, из Тейпа, вот, он был мельхостинец. И вот мне позвонили оттуда и сказали: Ибрагим, мы нашли для тебя очень интересный материал. Есть в Тель-Авиве, говорит, чеченец по происхождению, но сегодня пишется грузин, все, да. Вот, он мельхостинец сам, они знают, что они мельхостинцы, да. Они сохранили древний сорт винограда, чеченский сорт винограда, из которого сегодня делают вино в Грузии и продают его на экспорт. Представляете? Вы знаете, они сохранили, и название они не могут мне сказать. Они говорят: ты должен приехать в Тель-Авив к ним, координаты мы тебе все оставим. Мы им позвоним, тебя встретят, как положено, все. И ты полностью запишешь это все на видео, на все. Просто нет возможности, нет времени, вот это. И там очень большой, огромный пласт. Развивается семимильными шагами туризм. Ежегодно увеличивается количество туристов, приезжающих в нашу страну, да, а это нашу республику. Даже если я скажу страну, я не ошиблюсь, в Конституции так и сказано, что это страна Нохчичуя. В нашей Конституции, да? Ну, Нохчичуя. Дословно, да. Ну, в принципе, с чеченского периода это страна чеченцев. Так и переводится, правильно? Нохчи республика. Страна чеченцев, да. И в нашу республику прибывает очень много гостей, постоянно туристов. У нас сильно развивается туризм. Мы сегодня даже можем на основании, вот я предлагал несколько раз и в общественной палате, предлагал некоторые механизмы использовать вот, в туристическом кластере. В тот раз, когда я выступал с Башировым на передаче, то же самое, я сказал, что нужно использовать наши древние традиции, наши древние вот эти башенные комплексы. Их надо таким образом, как вот сказала Тамара Мазаева, культуролог, наш известный профессор, не в том смысле, как вот сейчас их восстанавливают кое-как, а надо с научной точки зрения. Сейчас же есть различные 3D, различные вот эти компьютерные игры, там можно вокруг разбросанные камни собрать, пронумеровать. И эта программа сама восстанавливает эти камни, как где они должны, каждый камень где должен находиться. И вот в таком стиле надо это все восстановить таким образом, чтобы приезжающие, они видели, чтобы не новый камень, а действительно тот самый старый, прежний, который 600 лет, 700 лет назад, который был. И рядом с этими комплексами, вот башенными комплексами, их вот, расположить какие-то тоже из камня, может быть, уже сделанные современными камнетесами и каменщиками, сделать кафе, а там вот эти, ну, например, плетеные заборы, там продаются все для туристов, все, что мы изготовляем в республике, да? Посадить одну семью у этого комплекса, отдать им, сделать им зарплату, открывайте свое кафе, работайте, платите налоги с кафе ежегодные, свои налоги, и обеспечивайте национальной едой. И туристы просто повалят. Им же это интересно. Если вы вот возьмите сегодня в России туризм, интересный вид туризма, люди приезжают в деревню, чтобы доить корову. В России. Удивительно. Вот, и я вообще был в Ютубе, когда я посмотрел, у меня смех был. Девочка, да, она русская, с какой там с области, не помню.
Вот они в деревню приехали, первый раз в жизни ее научила эта бабушка, маму ее, и ее учит доить корову. Эта девочка, когда у нее корреспондент спрашивает, а вы раньше доили корову? Она говорит, я раньше думала, что молоко в пакетиках на деревьях растут, эти пакетики с молоком. Люди же даже, представляете, вот человек даже живую корову не видел в жизни. Вот он первый раз, и он узнал, что корова дает молоко. Они не знали даже, что это молоко от коровы. Понимаете? Вот такой вид туризма, например. А почему мы не можем развить другие формы туризма? Это же доход. И, это я просто остановился на туризме. Очень хорошо. Да. Это актуально. Это статья доходов в бюджет республиканский. Конечно. Причем отличная. Конечно, конечно. Вот. И некоторые виды промыслов, я бы вот их восстановил бы. У меня есть уникальная возможность сегодня, уникальная возможность поехать в Грузию, взять с собой хотя бы 5 девочек, хотя бы 5 девочек. Нужны девушки. И там в селе Квему-Алвани есть бацбика, но она по происхождению из тейпа Ченти, сама говорит. Чему она учит? Что она ковроделие, делает? Ковроделие. Вот, еще вот 200 лет назад, когда чеченцы уехали... войлочные... Да, шерстяные. Шерстяные. Она сама 50... Международный, она говорит, мировой банк сделал ей заказ, и она говорит, я написала им, как сделать 50 цветов натуральных. И они, мировой банк, говорит, мне заплатил $5000, я им написала, из какого дерева, из каких лепестков, из какой коры, какую сделать цвет. Вот. И этот цвет натуральный. Понимаете? Вот у нас есть возможность сегодня эту женщину, а была вторая, вообще-то я поехал к другой, Кадагидзе Нина. Но ее бельгийцы забрали, оказывается, полностью с семьей, дали ей гражданство, он живет в Бельгии и делает ковры. Там учат бельгийцев делать ковры. Наши ковры. Наши ковры, да. Нино Кадагидзе, она сама по происхождению, она бацбийка, жительница была села Квему-Алвани. И вот я приехал, ее забрали. И Резо Эльбатишвили мне говорит, подожди, Ибрагим, не волнуйся, есть еще одна женщина. Я говорю, где? У нас же в селе. Поехал. Кто? Это Лили Муртазашвили. Муртазаева. Она Чанти сама. Она сама мне говорит. И она говорит, Ибрагим, привези хотя бы 5 девочек. Стоимость это, в то время, когда мы посчитали, стоимость проекта на одну девушку $1000. И все. Повести камеру, купить камеру, и чтобы все процессы снимать, чтобы они не забыли, записывать. Она говорит, я научу их делать ковры. Наши национальные ковры. Национальные ковры, да. Если будет человек, да. который делает реконструкция национального ковроделия, да. это дороже, чем $1000 да. гораздо. Вот она мне сама это рассказывает. Это духовная культура, это материальная культура. Да. И она мне сама рассказывает. Ибрагим говорит, я каждый год бываю во Франции, в Страсбурге, на международной ярмарке. Вот этот, говорит, молебный ковер, обычно ламаскус, ногчи, ламаскус, маленький размер, да? Он говорит, ты не поверишь, мне, говорит, за него дает €1500. Из-за того, что это ручная работа. И у меня, я, говорит, в прошлом году, она мне сама рассказывала, я в прошлом году, говорит, наши нахские шерстяные носки 440 пар продала за 2 дня в Страсбурге. По €50 за штуку. Представляешь? Вот это бизнес. Это бизнес. Но... Она говорит, и она мне сказала очень интересную вещь. А ты знаешь, говорит, что кубинские ковры делают только из тушинской шерсти, тушинской породы овец. Я говорю, почему? Она другая. Вот эта тонкорунная, это не та шерсть. Она очень рвется. А наша тушинская, бацбийская порода, вот эти с курдюками, которые есть, это, говорит, шерсть, она на экспорт. Грузия сегодня его продает на экспорт Кубе и всем странам, которые производят ковры. А мы что, в горах не можем этим заняться? Обязаны. Конечно. Ну давайте тогда каждый на своем месте покажем, что мы созидатели. Ты как плотник покажи, что ты созидатель. Делай такие окна, что только у тебя будет стоять очередь. А ты сапожник. Делай свои сапоги так, чтобы все люди у тебя стояли, чтобы ты гремел
чтобы у тебя на втором поколении фабрика появилась, обувная. Ты сапожник, а твой сын уже пусть фабрику откроет. Вот так надо. И каждый на своем месте. Руководитель на своем месте, бизнесмен на своем месте. Но работать на общее дело, на дело процветания нашей республики, на мир нашей республики, вот, и на развитие экономики, культуры, образования. У нас очень сегодня, я просто радуюсь, что представители моего народа, чеченского народа, а это у каждого народа такая должна быть гордость. Вот надо радоваться вот этим успехам наших соотечественников. И надо в этом направлении работать. И самое главное, что мешает людям жить, это невежество. Невежество. И надо, чтобы у нас было просвещенное общество. Я бы вот пожелал бы нашему народу развития, вот, просвещения, образования, чтобы, да, у нас очень много в культурном направлении, мы очень хорошо работаем. Сейчас у нас очень много библиотек, очень много таких познавательных культурных центров всех народов, которые проживают на нашей территории. Это очень хорошо. Но надо еще нам, как казалось бы, больше развиваться и сплачиваться как единый, один народ. И вот те планы, которые у нас стоят перед нами, вот эти планы мы должны стараться осуществить.